А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. У чеченцев есть обычай, когда дерутся два кровника, женщина могла подойти к ним, снять с головы и бросить свой платок между двумя дерущимися мужчинами. После того, как женщина открыла свой аурат, мужчины останавливались из-за стыда и уважения к этой женщине. Как мы знаем, ингушские женщины никогда не носили платки, а заменяли их чуждыми для наших женщин колпаками. В чеченском костюме нет шапочки, на ингушском языке называется ягачи. Это отличительная особенность, она очень украшает девушку, она ее возвеличивает. Для начала посмотрите, как ингуши своровали и исказили этот прекраснейший чеченский обычай. Тут возникают несколько резонных вопросов. Первый, где они прятали платки. Второй, почему ингуши не продолжали битву, ведь это просто платок, шитый из обычной ткани. Ведь ингушка не обнажила свой аурат и не открыла свои волосы. Почему из-за платка останавливать сражение? Я понимаю логику, когда чеченские женщины, носящие платки, бросали их между двумя дерущимися чеченцами. После чего, чтобы не видеть ее аурат, кровники бросали свои сабли на землю и откладывали свои дела на потом. Из этого мы узнаем, что у ингушей никогда не практиковался данный обычай, и все эти сцены спектаклей, которые они устраивают, противоречат друг другу, и все это с точки зрения логики расходятся с исторической истиной. Как могут быть войнахами, нашими людьми, те, чьи женщины носят подобные головные уборы? Я этот вопрос адресую нашим зрителям.